Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на месяц октябрь. Давайте посмотрим, что вас ждет, что с вами будет и какие перемены ворвутся в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени. Спросите просто, что ждет меня в октябре, что в октябре со мной будет. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем мы желаем услышать и узнать. Ой, как много перемен у вас здесь будет. Прямо и справа, и слева, и внизу, и вверху, и в центре. Везде сплошные перемены. Месяц перемен. Так и назову эту отсыпку. Ну, давайте, наверное, пойдем по порядку. Мне прям совсем очень нравится. Так вот эта вот огромная рыбка у вас прям в самом центре и начале отсыпки. Мало того, что она рыбка, так она еще, смотрите, фонтанчик выдает. Щедрый месяц. Этот месяц невероятно щедрый. Что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, где бы вы ни работали, с кем бы вы там отношений не имели, встречались, очень щедрый месяц. На эмоции, на чувства, на действия, на деньги, на перемены, на улучшения, на яркие события. Прям щедрый, абсолютно щедрый. Смотрите, рыбка смотрит справа налево. То есть вы не ждете, вы не готовитесь, либо вы наоборот настроены к тому, что у вас там день сурка, и ничего не поменяется, ничего не произойдет. И тут фонтан, просто фонтан событий. Ну да, тьфу-тьфу. Пусть так и будет. А то вы тут, я смотрю, заскучали, засиделись. В этой отсыпке очень много движения идет. Здесь и вы двигаетесь, и к вам двигаются, и вы с кем-то вместе двигаетесь. Знаете, как поехать, уехать, доехать, переехать, прийти, уйти, сходить. То есть много-много-много движений у вас идет. Здесь у вас, видите, маленькое сердечко. И кто-то вам свое сердечко вот прям подпихивает. Вот, ну тебе мое сердечко, вот я тебя люблю, возьми мое сердечко, будь хозяйкой моего сердца. А вы такая, да не знаю, там, может и не надо мне, может и не хочу, я еще не разобралась. Весь месяц какой-то человек вас будет просто уговаривать быть с ним вместе, либо хотя бы ответить ему взаимностью, поверить в его любовь. Но опять же, вы все разные. У кого-то может быть провинившийся супруг, у кого-то может быть парень, который вас добивается, но у кого-то поклонник, который вас и страстно желает, и видит свое будущее вместе с вами. Прям подпихивают вам свое сердце, а вы такая, надо подумать, дай мне время, да, я не готова. Прям играете этим бедным мужичком, а он в отчаянии просто из-за вас будет. Он не спит, не ест, весь месяц со своим этим сердцем носится, влюбленным в вас, и просит вас его принять. Потешитесь вы с этим человеком, но ему тоже будет полезно, как чем дольше вы будете непреклонны, тем сильнее он будет вас любить. Дальше, мои хорошие. Здесь два дела, которые вы ухитритесь сделать в один момент. Вот сразу два дела, как говорят. Нельзя усидеть на двух стульях, нельзя погнаться за двумя зайцами, а у вас получится. У вас это получится, причем очень ярко, очень быстро и очень эффективно, успешно. Именно у вас это и получится. Именно это вы и сделаете. Одним махом, одним моментом сразу два дела осуществите, либо с двумя проблемами справитесь, либо два начинания до ума доведете. Молодец, вы молодец. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, здесь у нас лошадка голову задрала и мчится во весь опор. Лошадка. Ну, лошадка — это работа,
какие-то рабочие моменты. Вы все разные. Кто-то в октябре наконец-таки своим делом займется. Кто-то в октябре, может быть, за новое дело возьмется, новый проект, новые задания на работе. То есть у вас явно перспективы именно карьерного роста, карьерных достижений, ну и успех в своем личном деле. Вы молодец. Смотрите, вы прям работой живете, вы на работе прям горите. И вижу, что вам даже удается совмещать и рабочие моменты, там, бизнес, работа, и также личные моменты. Личные. Слушайте, ну прям, опять же, тут молодец. Очень динамичный месяц, очень динамичный. Дальше. Здесь, видите, мужчина на быке. Вот он. Такой вот грозный, с мечом, щитом. И вот он на быке сидит, бык с рогами. В вашу сторону двигается. Но это какой-то непримиримый мужчина, либо мужчина с плохим характером. Ревнивый мужчина, собственник мужчина. Мужчина, которого нужно будет укротить. Вот вы перед ним стоите, и вам придется его укрощать. Дрессировать, укрощать, воспитывать. Мужчины и женщины одинаково идет предсказание, просто разные последствия будут. И если вы женщина, то это либо новый ухажер, да, новый мужчина в вашей жизни, либо это человек, с кем у вас будет какое-то состязание. Какие-то гонки, ну, либо вам нужно будет этого человека как-то уломать, уговорить. Если вы мужчина, то это однозначно конкурентная борьба. Либо это может быть не только конкурентная борьба, но и попытаться понравиться своему начальнику, либо убедить своего начальника в том, что вы, ну, самая лучшая кандидатура, либо самый лучший сотрудник, работник, да, справиться с этим мужчиной на быке. Ну, я думаю, что у вас все получится, потому что он в левой стороне, вы в центре стоите, сила на вашей стороне, у вас много всяких трюков в рукаве, и вы знаете, как усмирять вот таких вот и быков, и мужиков. Да, вижу, что вы особо даже напрягаться не будете. Вы тут и ловкость включите свою, и смекалку, и предыдущий опыт. Вам все пригодится, вы этим будете прям управлять, жонглировать. И этот мужчина не заметит, как из быка слезет, как бык послушный станет, и мужчина это тоже очень послушный станет. Еще, мои хорошие, здесь у вас колесо, но оно почему-то не круглое, а овальной формы. Над чем-то вам придется работать, что-то вам придется исправлять. Либо это от природы, такая вот ошибочка природы произошла, да, ну вот бывает, все в жизни бывает. Либо вы сами неправильно что-то вот придумали, продумали, неправильная конструкция, да, колесо должно быть круглым. Когда оно круглое, оно едет, да, катится. Когда оно овальное, к сожалению, движения не происходит. Вот здесь и загадка, и головоломка, и над этим вы будете работать весь месяц. Опять же, это связано с деньгами, это связано с вашим успехом, личным успехом, но и также как-то связано с вашим развитием. Справитесь с этой задачей, станете успешной, либо успешным, своего добьетесь. Не справитесь, ну, придется дальше сидеть и думать, разгадывать эту головоломку. У вас она слева. Скорее всего, вы как-то не настроены, либо не будете настроены, но придется. Но придется это рихтовать нужно будет, да? Выравнивать, рихтовать этот овал, превращать его в круг, колесо. Здесь змея еще ползает. Может, вам кто-то будет мешать, либо кто-то будет пытаться давать вам дурные советы. Вот, кстати, да, не слушайте ничьих советов. Все, что вам нужно знать, у вас в голове. Вы уже все знаете. Вот. Если будете полагаться на других людей, то ваше колесо, оно овальным будет. Да? Оно не выправится, оно не станет круглой формы. Змея. Ну, это человек-враг, недоброжелатель, завистник. Человек, который испытывает к вам всякие негативные чувства. Вот, никого не слушайте, гоните всех прочь, занимайтесь своими делами самостоятельно. Ни на кого не полагайтесь, никому не доверяйте. Все, что нужно, у вас есть. Для успеха, я имею в виду. Дальше, здесь у вас цветочек расцветает. Цветочек очень большой и похож на тюльпан. Какая-то радость в вашу жизнь придет.
радость, счастье, праздник, невероятно теплые ощущения. И это как-то связано с цифрой 23. Либо конкретно цифра 23 вам дает эти ощущения, либо 23 числа. Что-то невероятно светлое, теплое, праздничное и приятное произойдет с вами, произойдет в вашей жизни. Распустится большой красивый цветок. Да? И жизнь не будет уже прежней. Жизнь будет в более светлых тонах, приятная, счастливая и очень радостная. Цифра 23 либо 23 числа произойдет. Так, две женщины между собой очень сильно поругаются. Поругаются, разругаются просто в хлам, в пух и прах. Одна из этих женщин вам из обиды сообщит какую-то важную информацию, которой обязательно нужно воспользоваться. Как предупредит, либо раскроет планы, например, женщины-врага. Вот придет и скажет: а мы поругались, и я вот хочу тебя предупредить, эта женщина, она там такая-сякая, с головой не дружит, плохое задумала. Да? Какое-то предупреждение вы получите. Еще здесь большая хищная кошка пытается выпрыгнуть из вашей жизни, вот прям выпрыгнуть. Большие хищные кошки — это опасность, это опасные люди, которые рядом с вами находились. Выпрыгивает, кто-то исчезнет. Кошка, женщина, скорее всего. Какая-то женщина просто исчезнет. Вы ее не ищите, вы ее не возвращаете. Эта женщина очень хищная, очень опасная. И, знаете, надо просто перекреститься и забыть, да, что она была в вашей жизни. Даже если она что-то у вас возьмет и не отдаст, лучше проститься с этой вещью, чем эту женщину найти и назад вернуть. Ни в коем случае. Да, кто-то вас покинет. Еще вижу, что какой-то вопрос решится добром и миром. Вопрос, который сейчас нерешаемый, либо зашел в тупик, да, решения нет. Добром и миром решится. Там вам предложение сделают. Предложение, за которое вы сразу схватитесь. Хорошее предложение, теплое и приятное. То есть даже, можно сказать, само собой все случится. Да, не переживайте, я не вижу здесь ничего невозможного для вас. Даже вот сам по себе октябрь, энергетика октября, мы же выходим из коридора затмений, да, она уже улучшается, она уже сопутствует. Энергетика уже не мешает, не создает проблемы, а наоборот сопутствует, помогает. Так, бабочка. От кого-то вы бабочку поймаете. Это ощущение легкости, комфорта, радости и счастья. Кто-то для вас очень сильно постарается, опять же, отсыпка общая. Это может быть и любимый человек, это могут быть и дети, и родственники, и друзья, приятели. Кто-то очень постарается, и вы поймаете эту энергетику бабочки. Дальше тень прошлого очень становится явной, приобретает форму. Тот, за кого вы переживали, тот, из-за кого вы переживали, может быть, какие-то прошлые отношения, и вы себя в чем-то винили. Либо вы, может быть, остались с кучей вопросов, да, вот что произошло, почему мы не сохранили отношения, почему мы расстались. Тень этого человека обретает форму. Это встреча с этим человеком. Встреча и разговор. Прям четко показали, над всеми «и» будут расставлены точки. То есть вы все обсудите, человек будет максимально открыт и откровенен, и также вы, да, будете открыты и откровенны. Вы обо всем поговорите очень спокойно, методично, конструктивно, все обсудите. И вижу, что расстанетесь вы с очень теплыми ощущениями. Это не любовные ощущения, это дружеские ощущения. То есть вы проговорите, кто был прав, кто не прав, почему не случилось, не срослось. Вы этим разговором избавитесь от огромной, от уймы каких-то комплексов и заморочек, которые сейчас у вас находятся. И мужчина тоже что-то получит от этого разговора, какую-то выгоду извлечет. И вижу, что вы договоритесь быть друзьями, либо договоритесь, что вы друг друга не забудете. Будете общаться постольку, либо по необходимости. Прям отпустит, мои хорошие, отпустит, пройдет, заживет, затянется. Гораздо себя свободнее будете ощущать. И это горькое послевкусие, обид, недосказанности, это тоже все уйдет. Дальше. Что-то вы прям в бинокле рассматриваете, сможете рассмотреть. Либо вы не могли рассмотреть, потому что бинокля у вас не было. Это внимание, это концентрация внимания. И это может быть даже какие-то инструменты, которые вам помогают именно до сути вещей
добраться, рассмотреть суть вещей. Что-то очень важное для себя обнаружите, либо кого-то можете рассмотреть. Да? Человек может быть и хороший, а вы этого не видели, сможете рассмотреть. А может быть человек негативный, вы этого тоже не видели, сможете рассмотреть. Какую-то пользу из этого извлекаете. Так, а здесь вам кто-то будет признаваться в том, что совесть нечиста, в том, что сердце, знаете, как такое вот как подпорченное, да, как какие-то черные корочки на сердце у человека. Человек перед вами изливает душу, человек рассказывает вам какие-то необычные, страшные вещи о себе, о том, что делал, о том, что сделал. Вам будет жаль этого человека. Я не вижу злости с вашей стороны. Я вижу принятие. То есть вы видите, что человек поменялся, что человек действительно искренне сожалеет о каких-то своих поступках, проступках. И вы прощаете, вы принимаете этого человека. Делаете человеку приятно, да, вы говорите, я не злюсь, я об этом не думаю, уже все прошло, да, уже все отболело, все зажило. Но спасибо за правду, да, спасибо, что ты признался либо призналась. Вы себе такой огромный плюс карму заработаете, вы себе представить не можете. Гигантский плюс карму получаете. Дальше. Вижу, что вы каким-то строительством заниматься будете. Проектирование и строительство. Это может быть в прямом смысле слова, да, что-то начнете мастерить. И также, возможно, работать над будущим, да, проектировать и строить свое будущее. Сложно, это будет очень сложная и очень кропотливая работа. Потребует от вас времени и усидчивости. Вот как раз-таки времени у вас будет не хватать, потому что очень много движений в отсыпке. Много суеты у вас идет, причем во всех сферах. Вы как будто бы на перегонки со временем играете, да, кто быстрее. То вы иногда обгоняете время, то время иногда обгоняет вас. Ну, азартно как-то идет жизнь, азартной начинается. У вас какой-то стимул, который вас ведет, толкает, и вы прям, да, играете в эту игру на перегонки со временем. Дальше, мои хорошие, вижу, что вы открываете большой сундук. А в сундуке всего интересного так много-много, и вы прям от радости пританцовываете. Ну, по большому сундуку это может быть и наследство, это может быть даже какая-то помощь. Помощь от родственников, помощь от государства, правительства, либо каких-то, может быть, благотворительных организаций. Также сундук может говорить о том, что вы хорошую прибыль получите. И, возможно, даже будете думать о том, как вам эти деньги инвестировать, да, как вам лучше их там сохранить, во что вложить. Ну, в любом случае, знак хороший с левой стороны. Это как-то неожиданно для вас произойдет. Еще у какого-то плохого человека какой-то кризис, либо приступ случится. Знаете, как говорят, Бог шельму метит. Вот и вы это увидите, убедитесь в правоте этих слов, да, этого высказывания. Плохой человек, кризис, ну, либо приступ какой-то случится. Человека явно будут спасать, лечить, и, возможно, человек на долгое время вот выпадает из игры. Плохой именно человек, негативный человек, человек, от которого, ну, вот, отходили такие плохие злобные флюиды во все стороны. Да. И это, возможно, случится даже как-то на ваших глазах, либо в вашем присутствии. Может быть, даже человек попытается там на вас наехать, злобу свою проявить, и тут этот кризис произойдет. Но молния четко попадет. Дальше, мои хорошие. Здесь какая-то встреча с родственниками, наверное, либо с хорошими друзьями, какое-то вот увеселительное мероприятие. Все соберутся за одним большим столом. Может быть, даже чей-то день рождения, именины, крестины. Там что-то будете вместе отмечать. Собираетесь за одним столом, а потом вы договариваетесь о какой-то регулярности. То есть у вас, ну, какие-то дни, да, вы как график составляете, в какие дни мы будем собираться, потому что всем очень понравится. Это будет очень душевно, это будет очень приятно, и люди захотят продолжения. То есть один раз собравшись, вы договариваетесь с какой-то регулярностью, с каким-то временным шагом повторять это мероприятие. Да? Вы также в том же составе собираться и также весело проводить время. Дом,
квартира, дом, место, где люди живут. Паук. Как паука выгоняете из дома. Может быть, что-то грозило, да, либо кто-то грозил, может быть, кто-то неприятные интриги плел в вашем доме, в вашей семье. Вот выгоняют этого человека, да, паука выгоняют. Причем таким, знаете, мощным пендалем. Вылетит, как пробка из бутылки вылетит этот паук. В доме наступит благодать. Либо в доме наконец-таки воцарится мир. В семье воцарится мир. Может быть, даже речь идет о многоквартирном доме, где какой-нибудь там неадекватный сосед был, который всем жизнь портил. Может быть, этого человека выставят, либо этот человек там не выдержит прессинга, давления и сам вот возьмет, съедет, переедет, уедет. Вот паук покидает дом, просто вылетает из дома. Женщина с леечкой щедро поливает какие-то растения. Работа над тем, что вам нравится, либо работа над чем-то очень перспективным. В то, во что вы влюблены, будете работать, очень бережно, аккуратно ухаживать. И это что-то порадует вас цветением, порадует вас результатом. Вот смотрите, здесь вот четко, сколько вы вкладываете труда, такую отдачу вы и получаете. Да, над чем-то будете работать, чем-то будете работать. Очень аккуратно, с любовью, бережно. И результат не заставит себя ждать. Либо результат превзойдет все ваши самые смелые ожидания. Так, и еще в октябре, с приходом новой луны, по-моему, 2 октября, какой-то человек перестанет на вас влиять, либо оказывать воздействие на вас, либо даже попытка манипулировать. Этот человек перестанет это делать, либо не сможет больше это делать. Вы выходите из-под колпака. Вы прям это почувствуете. Вы и во сне что-то увидите в ночь, там, например, с 1 на 2 октября, либо со 2 на 3. И прям ощущения совершенно другие будут, и мысли другие будут, и отношение к вам другое будет. Прям почувствуйте, из-под колпака выходите. Такое ясное ощущение, что я теперь свободна, что нет никакого воздействия, нет никакого влияния. Кстати, возможно, даже и магическое влияние на вас оказывалось. Вот именно в момент новолуния вы из-под этого влияния выходите и больше под него не попадете. Женщина, месяц в руке. Очень много в октябре будет мистических моментов и моментов, когда вы ясно видите, ясно знаете, предсказываете, предчувствуете. Прям очень яркие моменты будут. Даже до дрожи будут доходить, но потому что, да, для кого это незнакомо, для кого это будут новые ощущения, вы прям даже страшиться этого будете. Не бойтесь, это ваши внутренние природные способности, и вам от них никуда не деться. Именно в октябре, после коридора затмений, они очень станут явными. Опирайтесь на них, пользуйтесь для себя, для других. Поверьте, вам на благо все пойдет. И вам, и вашим близким на благо пойдет. Много мистики. Так, мужчина. Мужчина, который рыбку тягает. Удочка очень длинная. Либо вы очень ждали это место, да, приглашение на работу, либо вы куда-то далеко вынуждены будете поехать, чтобы удачно порыбачить, да, чтобы много рыбки наловить, то есть денег заработать. Но у кого-то отыграется, что именно в октябре вы начнете работу, на которой вы будете очень долго работать, да, которой очень долго будете заниматься. Очень рыбное место, либо очень перспективное место, где вы не только зарабатываете, но и карьерно растете. Мужчина у меня в ударе, мужчина молодец. Да, главное, ничего не бойтесь и верьте в себя, у вас все получится. Так, а еще вам удастся с какого-то очень горделивого, упрямого человека сбить спесь. Прям действительно сбить по шапке дадите, и человек успокоится. Чувство приведете этого человека. А то человек уже там берега попутал и планочку перегнул. Ну, может быть, какими-то высказываниями, может быть, какими-то действиями. Но человека
успокоите и вернете в чувство сознания, спесь собьете, да, не будет вот такой выскочкой, не будет таким горделивым, не будет таким напыщенным, будет нормальным, простым парнем, либо простой девчонкой. И все это благодаря вам. Да, человек на вас какое-то время пообижается, а потом спасибо скажет. Спасибо за то, что помогли. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.